Республика Саха-Якутия продолжает оказывать братскую помощь народам Донбасса. Теперь у нас новый подшефный регион – город Докучаевск. В самом городе и в 11 его пригородах будет проведен ремонт более чем на 60 объектах. В том числе ремонт будет проводиться и в поселке городского типа Еленовка, от которого до линии соприкосновения всего 3,5 километра. Сейчас же мы хотим вам показать сам город и рассказать о некоторых объектах, которые будут восстановлены в первую очередь. Поехали! Докучаевск – небольшой город всего в 30 километрах от Донецка. По данным последней переписи населения, в городе проживало около 25 тысяч человек. За те годы, что город находился под правлением Украины, в нем практически ничего не строилось и не ремонтировалось. Практически вся инфраструктура Докучаевска нуждается в ремонте и модернизации. В 2022 году было подписано соглашение между главой Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным о ремонтно-восстановительных работах, которые Якутия будет проводить в ДНР. И у нас большие надежды и чаяния на Якутию по восстановлению города Докучаевска и уже Докучаевского округа. Город Докучаевск находился все эти годы на протяжении больше чем 8 лет в красной зоне, то есть мы были в полукольце. Ближайшая точка до позиции ВСУ было 500 метров, это от поселка Ясное. И Еленовка до сих пор является красной зоной. Поэтому много чего нужно восстанавливать. На этот год мы запланировали 53 дома. Это в основном, конечно, остекление, но есть и кровли по Еленовке в домах. Водоводы, потому что долгие годы и при Украине никто ничего не делал. Мы делали все, скажем так, хозспособом, где-то взяли трубу, что-то поменяли, то есть масштабных работ не производилось. Поэтому и водоводы будем ремонтировать, и инфраструктуру улучшать. Один из значимых объектов – это МФЦ, которая будет открыта в Еленовке для удобства обслуживания граждан, выдачи документов. Знаю по срокам губернатором Якутии Айсеном Сергеевичем поставлена задача открыть до апреля месяца. Интересный факт. Одна из главных улиц Докучаевска до 2023 года носила имя независимости Украины. В 2023 году ее официально переименовали в честь первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. В конце этой улицы расположен Центр культуры и досуга имени Александра Пушкина. Здание в стилистике сталинского ампира построено в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны, когда Докучаевск заняли фашисты, во дворце была обустроена конюшня. Но после победы здание очистили и вновь превратили в храм искусства. В 50-е годы из тогда еще Ленинграда в Докучаевск привезли уникальную лепку, которую местные мастера украсили в фойе и зрительный зал. Лепка – особый предмет гордости директора центра Виктора Баркалова. Как объект, который продолжит восстанавливать наш шеф-регион из Якутии, хочется, конечно, уделить внимание зрительному залу. Уникальная люстра, на ней более 50 ламп. Сохранить ту самобытность и оригинальность этого зала. Да, уже был предварительный разговор с Андреем Сандоминовичем, с Виталием Семеновичем о том, что здесь по федеральной программе на базе этого зала будет создан кинотеатр. Таковой был сделан в Кировском. Очень хороший паркетный зал, мы можем потом пройтись, я покажу. Дубовый, ему уже не 10 лет, то есть паркет есть паркет, это тоже наша гордость. Сделали мы ремонт в балетном зале, поменяли там полы, хорошее качество, ламинат, который используется для монолитных работ, то есть он долгого срока. Но есть и проблемные точки. Мы с представителями шефа региона Якутии обходили, смотрели. И есть проблема и в несущих конструкциях, которые нужно укреплять, потому что даже маячки дают нам понять, что где-то ежегодный расход трещины порядка 5 миллиметров. О чем это говорит? О том, что с началом боевых действий сейсма повлияло на то, что разрушения, так сказать, увеличиваются. Надеемся на сотрудничество, на то, что нам удастся улучшить качество услуг культурно-досугового плана для наших жителей. Виктор Константинович не только фанатично предан работе в досуговом центре, но и большое внимание уделяет патриотическому воспитанию и сохранению памяти о бойцах, погибших на полях сражений. Это постоянно действующая, скажем так, экспозиция.
Это ребята бойцы, и мобилизованные, и добровольцы, которые сложили свои головы за победу. До 22 года вы себе представить не можете, как мы ждали, когда мы вольемся в состав Российской Федерации. То есть это было чаяние буквально каждого, кто здесь остался. Ну а для того, чтобы увековечить память о этих ребятах, которые сложили головы, вот мы разместили, каждый, кто поднимается, ну, в любом случае обращает. Здание Докучаевской больницы было построено в 50-х годах. В 80-е годы больница была достроена и в таком виде существует по сей день. За это время в больнице проводилась пара-тройка косметических ремонтов, капитально уже не было ни во времена Советского Союза, ни во времена Украины. С 2014 года врачи больницы оказывают помощь не только гражданскому населению, но и раненым бойцам, так как город находился на линии разграничения в непосредственной близости от линии фронта. Предыдущие шефы Владимирской области поставили в больнице новое оборудование и выполнили ремонт в хирургическом отделении. Но работы по больнице предстоят еще очень много. Который самый первый у нас был построен. Ну, к сожалению, здание помещения капитального ремонта. Аппарат 82 года рождения. Такие раритеты в небольших городах Донбасса не редкость, и попадая в подобный кабинет, как будто сразу переносишься на 40-50 лет назад, как на машине времени. Вот, вставляется сюда пленка внутрь, и потом ложится сюда, ложится больной, вот ему под голову или под грудную клетку или куда. Ложится пленка, наводится трубка рентгеновская и делается снимок из пультовой оттуда. Потом это все относится туда, раскрывается в прекрасном свете и проявляется, закрепляется. И таким образом мы получаем снимок. Ну, где-то примерно 40 минут на один снимок. Администрация больницы очень надеется, что при шефской помощи Якутии их больница сможет наконец перейти из 20 века в век 21. Значит, мы очень нуждаемся в ремонте, капитальном ремонте рентген-кабинета и поставки оборудования. Это возможности строительства лифта в лечебный корпус, который у нас 1954 года постройка, и там, к сожалению, лифта нет. Ну, то есть он там есть, но он пассажирский, он не предназначен для перевозки тяжелобольных. И ремонт флюорографического кабинета. Флюорограф тоже у нас 1979 года, еще пленочный, катушечный, который проявляется, как раньше, помните, были аппараты вот эти, пленка заливалась в проявитель, фиксаж там и так далее. Ну вот это первоочередное у нас такая просьба. На сегодняшний день мы очень нуждаемся в травматологе, у нас его вообще нет, хирургах, у нас их небольшое количество. Анестезиолог вообще один на весь город, невропатолог один на весь город. Вот эти вот специалисты нам очень нужны. Следующий объект, над которым предстоит потрудиться команде из Якутии, это здание средней школы номер 4. Как и во многих других зданиях, в которых располагаются социальные объекты, в школе не было капитального ремонта более 30 лет. Владимирская область, которая курировала Докучаевский район до 2024 года, провела ремонтные работы, обновила фасад. Якутии же в первую очередь предстоит построить спортивную площадку на заднем дворе школы. Да, вот эта вся территория, тут вот немножечко у нас это зеленая зона, вот видите, березки у нас, но сейчас там металлолом находится, который тоже надо. Ну, будут делать, да, будем надеяться, что уберут, да. Директор школы Наталья Вадимовна Ткаченко в 70-е годы сама выпустилась из ее стен и после получения высшего образования вернулась к родным пенатам. Поэтому переживает за свою школу не только как директор и педагог, но и как выпускник. И 25 февраля у нас был прилет в школу в 22 году, вот сразу после начала специальной военной операции. Да. Поэтому было очень неприятно, очень страшно было в этот день. Люди находились в здании, приходилось ползком уходить в подвалы.
Ну, пережили, и теперь сейчас восстанавливают нашу школу полностью. И на сегодняшний день нам уже осталось сделать спортивную площадку и канализационные коммуникации. В школе у нас на сегодняшний день 350 учеников. Учителей 33 человека. Работают, стараются. Есть у нас заслуженный учитель, есть у нас учителя, имеющие отличник образования. Стараемся детям очень давать хорошие знания. А хватает по штатному расписанию учителей? На сегодняшний день хватает, но трудности у нас какие есть? Учителя информатики, инженеры электроники. Хотелось бы нам еще развить в нашей школе робототехнику. Сейчас эта программа такая большая, хорошая. Есть и желающие, есть способные дети, но специалистов по этому направлению не хватает. До 2014 года, пока не начался вооруженный конфликт на Донбассе, Докучаевск был промышленным городом. Главным его предприятием является Докучаевский флюсодоломитный комбинат. Известняки, которые добывались на 4 карьерах комбината, используются и в металлургической промышленности, и в строительстве, и даже в пищевой. Сейчас же добыча и производство составляют примерно 12-15% от возможностей предприятия. Мы сейчас находимся на окраине города Докучаевск, на карьере, где добывают известняк и доломитовые породы. В былые годы здесь работало больше 4000 человек. Сейчас количество человек, конечно же, значительно сократилось, и вы понимаете почему. Надеюсь, что на микрофон слышно, что буквально в нескольких километрах от нас идут боевые действия, работает артиллерия. Когда на Донецкой земле наступит мир, Докучаевский комбинат вновь заработает на полную мощность. Этого ждут и администрация предприятия, и простые работяги, которые смогут вернуться на свои рабочие места и принести домой заработанный кусок хлеба. На данный момент мы имеем, к сожалению, вот в работе восточный карьер, на котором мы с вами находимся, на борту которого мы с вами находимся. Он бы как бы относительно в тылу. Вот, все остальные у нас тополиные разрешения. Единственное, что в 2007 году у нас был законсервированный стырский карьер, который давал нам доломиты для обжига. Вот. Но, к сожалению, по известным причинам и при резком скачке повышения цен на газ мы вынуждены были в связи с неконкурентной способностью наших обожженных доломитов с магнезитами, мы вынуждены были остановить предприятие, которое приносило ни много ни мало 51% прибыли от общей прибыли по предприятию. Вот. И сейчас на данный момент затопленный центральный карьер, к которому мы не имели возможности доступа, потому что даже в последнюю смену, когда поехали мы для того, чтобы провести ревизию насосов для откачки воды, были обстреляны серьезными птурами и крупнокалиберными пулеметами. И после этого мы прекратили туда доставку людей для того, чтобы хотя бы просто провести в порядок даже те же насосы для откачки воды, не говоря уже просто о производстве. Поэтому карьер был затоплен, такая же участь постигла и доломитный карьер. И вот мы находимся на восточном карьере. Вот, в 2017 году мы начали его приводить в порядок, он был тоже затопленный. Вот понадобилось нам около 7 месяцев для того, чтобы привести его в божеский вид, вот, и начать добычу полезного ископаемого для наших металлургов. В мирное время Докучаевский флюсодоломитный комбинат был шефом Докучаевского зоосада, как говорят, самого первого и древнего зоосада на всем Донбассе. Одна из достопримечательностей города Докучаевск – это Докучаевский зоосад. В былые годы здесь было очень много животных, и от посетителей не было отбоя. Сейчас же в связи со всеми известными событиями и посетителей мало, и животных не очень много, но тем не менее пони, горные козлы, бараны и другие копытные здесь присутствуют. Можно прийти, посмотреть. И мы, и, конечно же, вот эти наши маленькие друзья, мы все ждем, когда, наконец, все это закончится, и тогда в зоосад хлынут посетители, которым животные будут очень рады. А пока приближать победу и налаживать мирную жизнь на Донецкой земле предстоит в том числе и якутянам. Команда, которая приехала в Докучаевск, опытная, сплоченная. Практически все имеют опыт восстановительных работ в городе Кировское. Но эта дислокация немного сложнее, потому что буквально до начала специальной военной операции по границе города Докучаевска проходила линия разграничения с
фашистующей Украиной, и оттуда начиналась война. Нашим войскам удалось отодвинуть в сторону Угледара. Вот. Но в любом случае, значит, война там слышнее так более отчетливо. И вы были уже там, слышали, наверное. Вот. Есть разрушенные жилые здания, ну, в основном как окна, двери, крыши. Вот этим мы займемся. Дороги будем делать, и особенно Веленовки. Дороги очень тяжелые, потому что сейчас много техники, и военной в том числе. Вот. Будем заниматься этим. Построим МФЦ, как в Кировском. Вот. Будем заниматься общественными пространствами. Замечательный парк есть в городе Докучаевске. Будем заниматься с проектно-сметной документацией для исторического клуба. Ну, сделаем проектно-сметную документацию и предложим, чтобы это, значит, было объектом внимания Министерства культуры России. Вот. Ну и ряд других у нас есть направлений, которые мы обсудили. Встретили очень хорошо, очень с большой надеждой. О республике на Донбассе хорошо знают уже. И, конечно, когда мы приехали, были, ну, очень такие, с большой надеждой люди нас встретили. И надеюсь, что и уверен, что эти надежды мы оправдаем.